Русский на слух. Бүгінгі сабақта біз орыс тілінде өте қарапайым әңгіме тыңдаймыз. Бұл оқиға орыс тілін түсінуге және сөздік қорыңызды кеңейтуге мүмкіндік береді. Оқиғаны 3 рет тыңдаймыз. Субтитрмен тыңдаймыз, аударамыз және қайталаймыз, және субтитрсіз тыңдаймыз. Джон жил в маленьком городке. Он работал в библиотеке и очень любил читать книги. Но у него была только одна проблема. Он часто терял свои очки. Однажды утром Джон не мог найти свои очки. Он искал их везде, на полке, на столе, в ванной, но нигде не нашел. Джон стал волноваться, ведь без очков он не мог работать. Джон пошел к своей соседке Анне. Она всегда помогала ему. Анна улыбнулась и сказала, что поможет. Они вместе искали очки по всему дому, но нигде не нашли. Анна предложила Джону пойти на работу и надеяться, что очки найдутся. В библиотеке его коллега Сара заметила, что Джон беспокоится, и спросила, что случилось. Джон рассказал ей, и Сара предложила вспомнить, что он делал вчера. Джон вспомнил, что вчера читал книгу, ходил в магазин и смотрел телевизор. Сара предложила поискать в библиотеке. Они искали по всей библиотеке. Сара заглядывала за книги и под столы, а Джон проверял ящики и полки. В одном из ящиков стола Сара нашла очки Джона. Оказалось, что он оставил их там вчера. Джон был очень рад. Он поблагодарил Сару и пообещал быть внимательнее. С тех пор Джон старался не терять свои вещи, а Анна и Сара стали его хорошими друзьями, всегда готовыми помочь. Енді аударамыз және қайталаймыз. Джон шағын қалада тұратын. Джон жил в маленьком городке. Джон жил в маленьком городке. Ол кітапханада жұмыс істейтін және кітап оқуды өте жақсы көретін. Он работал в библиотеке и очень любил читать книги. Он работал в библиотеке и очень любил читать книги. Оның тек қана бір проблемасы болатын. Ол көзілдірігін жиі жоғалтуында. Но у него была только одна проблема. Он часто терял свои очки. Но у него была только одна проблема. Он часто терял свои очки. Бір күні таңертең Джон көзілдірігін таба алмады. Однажды утром Джон не мог найти свои очки. Однажды утром Джон не мог найти свои очки. Ол барлық жерден іздеді. Сөреде, үстелде, жуынатын бөлмеде. Он искал их везде. На полке, на столе, в ванной. Он искал их везде. На полке, на столе, в ванной. Бірақ еш жерден таппады. Но нигде не нашел. Джон алаңдай бастады, өйткені ол көзілдіріксіз жұмыс істей алмайтын еді. Джон стал волноваться, ведь без очков он не мог работать. Джон стал волноваться, ведь без очков он не мог работать. Джон Анна деген көршісіне барды. Джон пошел к своей соседке Анне. Джон пошел к своей соседке Анне. Ол оған әрқашан көмектесетін. Она всегда помогала ему. Она всегда помогала ему. Анна күлімсіреп көмектесетінін айтты. Анна улыбнулась и сказала, что поможет. Анна улыбнулась и сказала, что поможет. Олар көзілдірікті үйдің бүкіл жерінен іздеді, бірақ еш жерден таба алмады. Они вместе искали очки по всему дому, но нигде не нашли. Они вместе искали очки по всему дому, но нигде не нашли. Анна Джонға жұмысқа баруын ұсынды және сол жақта мүмкін көзілдірігін тауып қалар деді. Анна предложила Джону пойти на работу и надеяться, что очки найдутся. Анна предложила Джону пойти на работу и надеяться, что очки найдутся. Кітапханада оның әріптесі Сара Джонның мазасызданғанын байқап, не болғанын сұрады. В библиотеке его коллега Сара заметила, что Джон беспокоится, и спросила, что случилось. В библиотеке его коллега Сара заметила, что Джон беспокоится, и спросила, что случилось. Джон барлығын айтып берді, ал Сара кеше не істегенін еске түсіруді ұсынды.
Джон рассказал ей, и Сара предложила вспомнить, что он делал вчера. Джон рассказал ей, и Сара предложила вспомнить, что он делал вчера. Джон кеше кітап оқып, дүкенге барып, теледидар көргенін есіне алды. Джон вспомнил, что вчера читал книгу, ходил в магазин и смотрел телевизор. Джон вспомнил, что вчера читал книгу, ходил в магазин и смотрел телевизор. Сара кітапханадан іздеуді ұсынды. Сара предложила поискать в библиотеке. Сара предложила поискать в библиотеке. Олар бүкіл кітапхананы іздеді. Они искали по всей библиотеке. Они искали по всей библиотеке. Сара кітаптар мен үстелдердің астына қарады. Ал Джон жәшіктер мен сөрелерді тексерді. Сара заглядывала за книги и под столы, а Джон проверял ящики и полки. Сара заглядывала за книги и под столы, а Джон проверял ящики и полки. Үстел жәшіктерінің бірінде Сара Джонның көзілдірігін тапты. В одном из ящиков стола Сара нашла очки Джона. В одном из ящиков стола Сара нашла очки Джона. Ол кеше осы жерде қалдырғаны есіне түсті. Оказалось, что он оставил их там вчера. Оказалось, что он оставил их там вчера. Джон өте қуанышты болды. Джон был очень рад. Ол Сараға алғысын білдіріп, мұқият болуға уәде берді. Он поблагодарил Сару и пообещал быть внимательнее. Он поблагодарил Сару и пообещал быть внимательнее. Содан бері Джон заттарын жоғалтпауға тырысты. С тех пор Джон старался не терять свои вещи. С тех пор Джон старался не терять свои вещи. Ал Анна мен Сара оның жақсы достарына айналды. Әрқашан көмектесуге дайын. А Анна и Сара стали его хорошими друзьями, всегда готовыми помочь. А Анна и Сара стали его хорошими друзьями, всегда готовыми помочь. Енді субтитрсыз тыңдаймыз. Джон жил в маленьком городке. Он работал в библиотеке и очень любил читать книги. Но у него была только одна проблема. Он часто терял свои очки. Однажды утром Джон не мог найти свои очки. Он искал их везде, на полке, на столе, в ванной, но нигде не нашел. Джон стал волноваться, ведь без очков он не мог работать. Джон пошел к своей соседке Анне. Она всегда помогала ему. Анна улыбнулась и сказала, что поможет. Они вместе искали очки по всему дому, но нигде не нашли. Анна предложила Джону пойти на работу и надеяться, что очки найдутся. В библиотеке его коллега Сара заметила, что Джон беспокоится, и спросила, что случилось. Джон рассказал ей, и Сара предложила вспомнить, что он делал вчера. Джон вспомнил, что вчера читал книгу, ходил в магазин и смотрел телевизор. Сара предложила поискать в библиотеке. Они искали по всей библиотеке. Сара заглядывала за книги и под столы, а Джон проверял ящики и полки. В одном из ящиков стола Сара нашла очки Джона. Оказалось, что он оставил их там вчера. Джон был очень рад. Он поблагодарил Сару и пообещал быть внимательнее. С тех пор Джон старался не терять свои вещи, а Анна и Сара стали его хорошими друзьями, всегда готовыми помочь.